Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Добрый день. Сегодня я попросила свою сестренку Минзялю показать, как готовится узбекский плов. Плов везде готовится по-разному. Я хочу, чтобы Минзяля показала нам, как готовится наваинский узбекский плов. Для этого мы берем килограмм риса. Хороший рис надо, конечно. Его мы все подбираем. Я уже чистенький. Здесь уже готово. Вот килограмм рис. Вот говядина, мясо. Ну, сколько хотите. На ваше усмотрение. Мы взяли кило 600 мяса, говядина. Вот 2 головки лука, 2 головки чеснока. Килограмм риса, 1,5 килограмма морковки. А еще нужно масло на килограмм риса, 300 грамм подсолнечное масло нужно. Соль, специи, там приправы разные. Кто как хочет, конечно. Ну, как я вот готовлю, так я хочу вам сейчас показать. Вот начинаем. Я тоже тебе помогу. Я правильно режу лук? Да, немножко потолще. Потолще надо? Да. Морковь режется вот так. Да. Соломкой. Минзаля, сколько лет ты живешь в Узбекистане? 38. 38 лет ты в Узбекистане живешь. 38. А кто тебя научил готовить плов? Конечно, свекровка. Свекровка, да? Да. У тебя хорошая была свекровь? Очень хорошая была у меня свекровка. Джонар Джанатевсон. Она меня учила. Она мне всегда считала не снохой, а своей дочь. Как будто. Это хорошо. И сейчас тебя родственники мужа уважают. Я вот вижу, что они тебе часто звонят по видеозвонку, спрашивают, как дела, как выздоравливаешь. Да, они у меня все, им спасибо, они мне и помогают. Если один день мы не звонимся друг другу, они уже к вечеру, хоть перед сном они уже звонят. Хоть поздно, если я не звонила, значит, что-то как бы что случилось. Они мне звонят. Мы жили очень хорошо с мужем. Он мне всегда помогал. Он любил, очень любил готовить. Детей любил. Ну вот все. Вот и все. Вот у нас все готово. Вот какая красота. У меня сейчас руки желтые будут. Ты в перчатках. Ты все правильно сделала. Теперь что будем делать? Крупными кусками, да? Да, крупными. У нас, в самом деле, у нас, как Улямзапа говорит, это везде по-разному готовится. У нас самаркандский плов, наваинский, бухарский, андижанский. У всех разные пловы у нас. Как ты себя чувствуешь, Минзаля? Хорошо. Аллах шукр. Спасибо вам большое, что вы меня поддерживаете, спрашиваете о моем здоровье. Мне очень приятно. Спасибо вам большое всем. Да, у меня такие подписчики и зрители у меня добрые. Да. Пойдем готовить. У нас сейчас все готово. Пойдем уже готовить плов. Включаем газ. Берем масло 300 грамм. Ты измеряешь так, половником? Да. Меня свекровка так учила. Половники сколько грамм? Я вот так на кило 3 половника ложу, и еще немножко ложу. Вот так меня учила свекровка. Это, говорит, 300 грамм. Но я никогда не измеряла. Сколько живу, никогда не измеряла. Как она мне учила, так я вот так готовлю. Ну, на килограмм риса положено 300 грамм масла. Угу.
Убираем это сейчас. Пускай это у нас масло греется. Мы в Узбекистане на хлопковое масло готовим. Иногда на салатном. Кто как, кому. Тут масло 300 миллилитров греется. Включаем чайник. Вода нам нужна будет для риса. Угу. Вот какой белый чистый рис. Она сама выбирала в магазине. Мне не доверяет. Вот такой рис она купила. Себе мы готовим на хлопковом масле. Угу. Ну, у нас масло подсолнечное. Ну, на подсолнечном тоже. Кому как. Можно, Нравится. наверное, и курдючный жир, да, или нет? Да, Можно, да? да, можно. Ну, у нас тоже... Даже нужно. У нас тоже вот бараний, курдючный жир кладут. Я смотрю, у меня масло готово или нет. Беру пюрешку лука и смотрю, готово или нет у меня масло. Проверяешь так, да? Да. Угу, угу. Нет еще. Масло еще не готово, да? Угу. Берем рис, кладем соль. Да, столовую ложку. Столовую? Да. Здесь килограмм риса, да? Угу. Кладешь столовые ложки соли и заливаешь кипятком. Не да? очень кипяток. Я немножко добавляю туда холодную. Слишком кипяток тоже не надо. На килограмм риса кладем столовые ложки соли и заливаем теплой водой. Не очень кипяченый. Ну, горячей, да? Да. У нас постоит. У меня масло готово. Ага, если вот так прожарится лук, значит масло готово. Берем лук и кладем в масло. Осторожно, осторожно. Давным-давно я ездила в Узбекистан к сестренке с зятем в Наваи. И там я столько плова наелась. Ой, какая была вкуснятина. Каждый день там нас пригласили в гости. Мехман, да? Да, мехманга. Мехманга, да. Там всегда готовили плов. Вкусный, ароматный. Вот это да. Я тоже готовлю плов, но у меня, как узбекский плов, не получается. Ну, готовлю. Дети спрашивают. У меня Роза готовит плов хорошо, Юля хорошо плов готовит. А у меня все равно получается не так. Я честно признаюсь. Вот меня сестренка научит, буду готовить плов. Вот такой процесс идет. Очень вкусно готовил плов зять Шакир. Светлая память. Пусть спит спокойно. Так хорошо готовил плов. Очень жаль, конечно, что нашего зятя Шакира не стало очень рано. Ему было ровно 40 лет. Он заболел и умер. Двоих детей воспитывала Минзаля сама одна. Вот судьба так нас иногда бьет. Расскажи что-нибудь, Машенька. Ничего рассказать мне Помешать мне? не надо, пускай. А я люблю мешать. Когда золотистый будет, Когда будет плов золотистый, мы кладем туда мясо, да? Сейчас у нас только начинает немножко желтеть чуть-чуть. Маша, ты помнишь этот казан? помню. Чей казан? Мамин.
Маленькая коза. Правильно. Сейчас ложим мясо. Потихоньку, чтобы масло не брызнуло. Мясо очень много. Откуда много? Я вообще люблю много мяса. Теперь жарим. Да. Мешать не надо? Мешала, хватит. Хватит, да? Да. В открытом виде жарится. Да. Запах свежего мяса, лука. Очень вкусный. Переворачиваем мясо. Ты на большом огне жаришь, да? Да, да, да. Ну, большой вот. На большом огне жарить. До покраснения или сколько времени надо жарить? Ну вот, почти там даже не видно лука. Видишь, лук почти исчез. Лук Ну, исчезает. видно, когда мясо уже готово. Когда совсем пропадает лук, значит мясо уже будет скоро готово, да? Сейчас немножко вот беру немножко соли. Немножко, не так вот много. Посолим. Может, мясо не соленое. Посолим. Переворачиваем мясо. Вот и все. Жарим дальше. Берем морковь. Ложим туда. Столько моркови. Да, так положено. Кто морковь не любит, можно меньше ложить. Ага. Как вкусно пахнет. Пусть огонь так стоит. Сейчас закрываем крышкой. Крышка должна плотно закрываться. Но у нас что-то плотно не закрывается. Маша, Да, посмотри. плотно не Да. закрывается. Возьми там чугунную крышку. Это я убираю. Вот так. Вот. Это родная крышка. Этому казаме сколько лет, интересно? Ой, я даже не знаю, Маша. Я была маленькая. Ну и я была небольшая, потому что у нас разница с тобой всего лишь 1,5 года, дорогая. Вот была бы сестра рядом, сейчас бы позвали ее на плов. Да, ну жалко, далековато. Ну, Да. разговаривали сегодня. Да, Телефон. ну мы каждый день разговариваем с сестрой. Обязательно нету ни одного дня, чтобы мы друг другу не позвонили. Скоро мальчикам в лагерь, айда как-нибудь съездим в деревню, где в прошлом году мы делали беседку. Позовем сестру, возьмем детей, поедем в лес, отдохнем, чайку там попьем. Можно. Конечно, самовар не возьмем, но у нас есть термос. Дети поиграют немножко, подышат свежим воздухом. Ты хочешь так? И сестре приятно будет, в самом деле. Да. Поедем. Да, поедем, да. Завтра я пойду с мальчиками в больницу, пройдем медосмотр от и до. Завтра я не знаю, если до обеда пройдем, то можем после обеда съездить. Если не сможем, то в субботу можем. Еще время есть. С того времени, как мы кладем морковь, сколько минут должен вариться? Сейчас пока 5 минут стояла, еще надо держать еще. Ну, минут 10, да? Да, Примерно. Да. Вот у нас рис. Сейчас будем мыть. В холодной воде. Сливаем. Хорошенько промываем, да? Да, вот берешь вот так. Вода белая, как молоко. Можете в друшлаг дать? Пока не надо. Раньше бабушки меняли 7 раз воду. 7 раз промывали? Да.
Теперь будешь 7 раз мыть? Не, А что бабушки же сказали? не знаю, сейчас так не мою. Так не Она, мою? видно будет, готова, не готова. Чистый, не чистый. Рис мне понравился. Значит, хороший рис купили, да? Ну да. Ну и хорошо. Вот видите, уже вода чистая. Не как Угу. первый раз. Да, вода чистая. Друшлаг нужен? Не обязательно. У тебя сын и дочь тоже все плов готовят, да? Да, Умеют? да, они умеют и плов готовят они. Но все равно мой плов любит. Но готовят. когда мамы готовят, знаешь, Да. вкусняшка какая. Сын у меня, как папа, все умеет готовить. Когда сын дома, он всегда сам готовит дома. Он любит готовить. Когда мои внуки начнут так готовить, а? Скоро начнут гулять. Не знаю. Ай, лишь бы с ними все было хорошо. Да, конечно. Могу я и сама готовить, что им надо. Сейчас открываем. Мгм. Осторожно надо открывать. Смотрим, видите уже. Так. Уже все. Даже- Меньше стало. Ага. Меньше стало. Морковками меньше стало. Да. А Ну, не щас- хочешь убавить? Не убавляешь еще? Нет, 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 нет. Сейчас мы приправы зеро положим сюда. Надо ее вот так Давить? давить надо. Я перчатках. А почему надо давить? Чтобы запах, аромат был. А, А солить морковка не надо. Никогда. Мы мясо солили, да? Да, мясо солили, а морковка не надо солить. Сейчас вот будем чеснок туда. Кладем туда Да. чеснок. Туда. Почему 2 только? Вот хватит, потом, когда много, как сказать, как каша будет. Рис. Влагу дает. А я не Сейчас. знала. А сейчас вот немножко польем с водой. Ага. Пусть Ой, она у вода нас кипит. кипит, да. Чуть-чуть. Сейчас сколько минут надо варить? 5 минут. 5 минут. Пусть варится. Ага. Чеснок у нас молодой, с огорода. Да. У нас чеснок свой. Угу. О, Вот у нас кипит. угу. На небольшом огне. Огонь Нормально. убавила, да? Да, нормально кипело. Приправу. Приправы для плова. У нас специальные приправы есть. Немножко. Много не будет. Чуть-чуть. Эту приправу привезла Роза из Анапы в прошлом году. Приправы я ложу, зеро я ложу на морковь, а некоторые на рис ложат. Мгм. Можно и так. Мы сейчас ложим рис. Ой, такой запах. Не знаю, я проголодалась. Очень вкусно, ароматно пахнет. Приправой. Приправа, да. Мгм. Сейчас кладем соль. Сколько? Ну, вот столовая ложка, потом посмотрим еще. Или ты тоже так же, как я, на глаз? На глаз я. Я тоже всю жизнь на глаз. Дальше. И мама у нас все делала на глаз. Ну, соль разная бывает все равно.
попозже нужно посмотреть. Чуть-чуть вот так потрогать. Разровняешь. Да. Можно кипяченую воду, можно холодную. У нас теплая вода у нас. Не, даже не очень. Так делаем мы. Поливаем сейчас. Ты как из леки поливаешь. Руки прямо так сами двигаются, интересно. Я, наверное, так не смогу. Но вы все сейчас подумайте, сколько нужно в воду наливать. Я сейчас вам покажу. Но вода, наверное, должна покрыть рис. Вода должна быть на 1 сантиметр выше риса. Вот. Вот. Еще потом посмотрим еще. Сейчас прибавляем. Прибавляем огонь. Да. Закрываем крышкой. Ага. Бурлит там вода. Пускай бурлит. Так должно быть, да? Так должно быть, да. Ну ладно. Будем ждать, когда плов сварится. Еще не сварится. Еще посмотрим. Как долго? Недолго. Это просто тебе кажется так. Это недолго. Это недолго, Гулечка. За это время я 5 раз рисовую кашу сварила бы и съела бы. Ничего. 5 раз я. Рисовая сварила. каша, рисовая каша, а плов это узбекский да, плов, это ну совсем да. другой. Ну Пусть да. пока кипит. А я буду салат делать. Хорошо. Ты отдыхай пока. Ты устала. Уже Меньше рис делаем. разбух. Газ уменьшаем. Морковь, мясо не трогаем. Нет, только рис. М. А там внизу не подгорает, да? Нет, А вдруг подгорает? нет. Видно же, что тут масло, вода есть еще внизу. Вот так делаем. Уменьшали. Так оставляем немножко. Пусть у нас уменьшали и закрываем крышкой. И ждем. Да. Я пойду зелень рвать. О, еще сильнее рис разбух. Угу. А откуда мы знаем, соль нормально или нет? Может, мы Сейчас. пересолили, может, не досолили. Сейчас вам покажу. А я себе никогда не проверяю. На глаз. На глаз-то не узнаешь, всегда. досолено или пересолено. А ты говоришь, вот внизу может горит. Боишься, да, Угу. когда готовишь? Ну, можешь вот так ложку брать и вот так проверяешь. Видишь, масло есть там. Она... И сейчас заодно ты Покажи, проверяешь. как масло капает с Мгм, ложки. да. Сейчас и соль проверим. Вот так я соль проверяю. Вот так. Можешь посмотреть пальцем. Соль. Соль нормальная. Нормально? Да. Если мало, сразу можно посыпать. Сразу. Досолить можно. Да, да. А Если нормально? А если пересоленый? Пересоленной не будет же никогда. Это А вдруг я возьму, да, пересолю? меньше делаем сейчас. А, Огонь. Огонь меньше маленький делаем. огонь. Маленький огонь. Сейчас вот так делаем мы. Вот так рис все вместе. Кучу собираем. Это у нас приправа. Это барбарис. Ирис, Зачем, барбарис. Я зачем уже убрала? Там хватит. Это же барбарис. Я люблю Ага. барбарис. Ну да. Верни обратно. Вот. Берем ложку. Вот так сделаем. Чтобы туда. Чтобы оттуда прошел пар.
Соль у нас нормально. Огонь маленький делаем. Закрываем. И опять ждем. Ну когда же будет плов наш готовый? Будет скоро. А я есть хочу. Скоро будем кушать. Скоро будем кушать. Это когда же скоро? Ну, 10 минут. Ну, 10 минут я могу ждать. Ну, тогда пойду утят накормлю. Хорошо. Время быстро пролетит. Да. Вот у нас плов готовый. Отключаем. А дырочки остались. Да, дырочки. Сейчас положим. А запах. Вкусный запах. Там дети ходят, плов хотят. А вот мой барбарис. Твой барбарис, да, вышел. Да. Мой барбарис. Рис будем убирать эту сторону. Вот какой вкусный чеснок. Люблю я чеснок. Только другой я не вижу. Но сейчас. Другой чеснок, наверное, растаял. Нет, почему? Стараемся вытащить уже. Вон он чеснок. Да. Рис мы положили в тарелку. Сейчас морковку кладем. Вон там барбарис видно. Вот морковь. Какой оранжевый цвет моркови. Вытащили мясо Будем резать мясо. и кладем сверху. Вот и плов готов. Попробуем. Очень вкусный плов. Идемте с нами кушать. Мои дорогие подписчики, Минзаля нас зовет с вами вместе кушать плов. Добро пожаловать с нами вместе ужинать. Плов получился очень классный, вкусный. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы плов готовите. Что-то, может, кто-то еще что-то добавляет. Будем рады читать. Ответим на все комментарии. На этом я свой влог заканчиваю. Желаю вам всего самого доброго, удачи, здоровья, успехов и много-много радостных и счастливых дней. Всем пока-пока. До следующей встречи.